Инту с рабочим визитом посетил министр транспорта Республики Коми Николай Соколов. Вместе с ним в Приполярье приехали руководители Коми-дорожной компании и службы единого заказчика Республики Коми. На повестке дня стоял один вопрос – ремонт дорог. С утра чиновники из Сыктывкара проехали по улицам города, доехали до станции, посмотрели фронт предполагаемых работ. Проехали, посмотрели, это ваши 16 километров, плюс две ваши основные улицы, которые здесь, названием Мирокуратора. Да, и между ними, естественно, те, которые соединяют. Вот, посмотреть общий объем, делить те улицы, которые у нас сегодня с вами имеются не в асфальтобетонном покрытии, то есть если мы хотим, та, которая в щели находится, перейти в асфальтобетон, то это, наверное, через проектную документацию только делается. Вот, поэтому посмотрим, как вам помочь, наверное, по деньгам. Это самый главный вопрос, который у нас будет. Мэр Инты Григорий Николаев сразу обозначил вариант не только ремонта дорог, но и благоустройства территорий социальных учреждений. Правда, здесь нужно проводить работу с профильными министерствами. Это я озвучил, потому что мы рассматриваем несколько вариантов развития событий по ремонту дорог и улиц нашего города. Проблема это и глава приезжал, Ростислав Эрнстович Кальштейн. Он в курсе, он давал поручение министерству напрямую заняться этим вопросом в ближайшее время, в ближайший год, в прошлом году еще. То есть это была как моя инициатива, так как у нас несколько вариантов развития событий по ремонту дорог. Это либо заезжает сюда Коми-дорожная компания, она до 3 лет, грубо говоря, за 3 года нам ремонтирует все дороги, закатывает и уезжает. У нас вопрос встает в дальнейшем содержании, но это уже наш совместный вопрос с республикой, так скажем. Либо мы привлекаем местного подрядчика и помогаем ему техникой и заводом. Рассматривать будем оба варианта. Но в то же время, если у нас такие объемные работы планируются в ближайшую 3-летку, то хотелось бы, чтобы и все соответствующие министерства подключились к этому вопросу социальной сферы, я имею в виду это здравоохранение, культура, образование. Образование это наше целиком, да, чтобы мы тоже вместе попытались в рамках этого объема работы благоустроить территорию соцобъектов, чтобы это все было вместе, комплексно, и тогда бы мы увидели бы результат. Хотя и дороги тоже неплохой результат на самом деле, если мы сделаем за несколько лет все дороги. До конца февраля администрация Инты должна предоставить информацию по протяженности дорог, которые нуждаются в ремонте, данные, когда были проведены последние работы на них, а также проектную документацию на гравийные участки, где планируется уложить асфальтобетонную смесь. Долгое время, скорее всего, не выполнялись должным образом работы по ремонту, по капремонту и, естественно, по содержанию дорог тоже есть куча вопросов. Со стороны мы посмотрели, с руководством муниципального образования обсудили все эти вопросы, наметили план, поэтому сейчас к нему приступим. Также со мной приехал руководитель Коми-дорожной компании, службы единого заказчика нашего, которая есть Такикова Прудор. То есть, мы совместно это все посмотрели, проанализировали. И сейчас постараемся, скажем так, эту ситуацию поправить. Кроме подготовки документации, до конца февраля нужно определиться с промышленной площадкой, где будет установлен завод. Она должна быть функциональной. Желательно иметь подъездные ЖД-пути и помещения для проведения ремонтных работ техники. Они нужны будут в том случае, если в город заедет Коми-дорожная компания. Вариант прорабатываем на базе Коми-дорожной компании, то есть приобрести завод, привезти сюда, сформировать комплекс мероприятий, их выполнить и, естественно, уже дальше переедут в следующий муниципалитет. Либо на базе вашего муниципального образования уже создать отдельное ваше предприятие, какой-то МУП, либо частный ваш какой-то будет подрядчик, который выполняет эти работы. Естественно, мы постараемся со своей стороны поддержать асфальтобетонным заводом. Говоря простым языком, в любом случае республикой будет приобретен асфальтобетонный завод и доставлен в Инту. Но работать на нем будут либо специалисты из Сыктывкара, либо местные мастера. Сегодня этот момент еще в стадии проработки, как и вопрос по финансированию работ. Здесь без помощи региона Инте не обойтись. Сумму мы сейчас не скажем. Почему? Потому что это уже будет обследование ближе, наверное, к тому, когда уже сойдет снег. Это первое. Второе, мы сейчас осмотрели те участки, которые есть. Это ваша основная дорога, которая 16 километров. Потом есть ваши основные 2 улицы, тоже, которые проблемны. То есть мы сейчас поднимем те виды работ, которые выполнялись за тот период. Есть какие-то на гарантии, не на гарантии. Но после этого сделаем оценку и уже посмотрим, как говорится, масштаб бедствия в финансах. Работу начнем уже в этом году?
Думаю, скорее всего, да. Как отметил Николай Соколов, республика отвечает за свои слова. Если сказала, что в этом году начнет помогать Инте, то значит подвижки в сторону решения проблемы будут. Однако приведение дорожного покрытия в нормативное состояние – задача не одного года. В целом речь идет о программе развития на 3 года вперед. Ведь выполнить весь объем за короткое северное лето не удастся.